В Москве состоялись переговоры президентов России и Сербии. Исторические отношения между странами близкие и доверительные. Потому официальная встреча Владимира Путина и Томислава Николича напоминала больше дружеский прием. Позиции стран на международной арене во многом схожи. Это касается югославского конфликта и вызовов сегодняшнего дня. Сербия, как известно, сохраняет нейтралитет в отношении военных союзов, включая НАТО. С оптимизмом лидеры смотрят и на экономическое сотрудничество. Вадим Хуланков о встрече в Кремле. Сербия и Россия – старинные добрые друзья. Сербский народ – один из немногих, кто не теряет исторической памяти и надеется на дальнейшее партнерство. Это показывает блиц-опрос на улицах Белграда. В любом случае, всегда лучше иметь поддержку России, которая такая большая сила. Мое отношение исключительно позитивное. Я согласен. У нас традиционно хорошие отношения с Россией. У них большие природные ресурсы, запасы нефти, газа. А сегодня это самые важные вещи. Так наверняка лучше сотрудничать, чем нет. Перспектива экономических отношений зависит от нас самих. Я в любом случае такие договоренности поддерживаю. Глядишь, и получится что-то хорошее. Знаете, мне кажется, все, что мы расширяем, хорошо. А значит, и увеличение сотрудничества с российским рынком тоже хорошо. Я так скажу. Только вперед. Россия не единожды заступалась за братский народ, оказывая ему военную, политическую и духовную поддержку. Это на встрече с президентом Томиславом Николичем сегодня отметил и Владимир Путин. Первым делом хозяин встречи вручил сербскому гостю премию Международного общественного фонда «Единство православных народов». Вы многое делаете для защиты и популяризации восточно-христианских традиций, ценностей. Я знаю это лично, мы с вами многократно в закрытом режиме доверительно говорили обо всем этом. Так что я вас поздравляю и хочу вас от себя поблагодарить за вашу деятельность по этому направлению. Но у нас действительно очень богатая и насыщенная событиями история. Томислав Николич поблагодарил Россию за поддержку, которую наша страна оказывает Сербии на политической арене, особенно в последние годы. Вы даже представить не можете, как благодарна Сербия вам за те поступки, которые вы сделали. Они касаются будущего Сербии, и я бы сказал, это в том числе попытка принять декларацию о Сребренице, попытка сказать, что все преступления совершили сербы, сербский народ, и подтвердить стереотипы, которые уже существовали, о том, что сербский народ виновен в геноциде. Вы же смогли отстоять нас. Сербии сегодня приходится буквально с нуля восстанавливать промышленность и особенно сельское хозяйство. Гражданская война и агрессия США надолго выбили из колеи экономику страны. И здесь сейчас вновь очень рассчитывают на нашу помощь. До сих пор такому тесному сотрудничеству мешали прежде всего наша неорганизованность, неспособность в большей степени использовать экономически выгодные условия и проблемы, которые возникли в переходном периоде нашей промышленности. Прежде всего в аграрном секторе, когда началась приватизация сельскохозяйственных комбинатов. На приватизированных комбинатах буквально уничтожено скотоводство, а ведь это более высокий уровень сельского хозяйства, чем растениеводство. В Сербии сегодня прекрасно понимают, что игры в Евросоюз зачастую очень плохо заканчиваются. Примеров тому много. Поэтому сами сербы больше настроены на сближение с Москвой, нежели с Брюсселем. У Сербии и России есть отличное соглашение о свободной торговле, но мне кажется, что это соглашение очень мало используется. Есть огромное количество возможностей с обеих сторон, чтобы сербские компании могли вывозить товары в Россию, а российские компании могли бы инвестировать в Сербию. И, может быть, даже наладить общее производство, сообща, используя соглашение. Это все увеличило бы товарооборот между нашими странами. Сегодняшняя встреча в Кремле должна еще больше укрепить наши экономические связи. А нелепые санкции, постоянно продлеваемые Евросоюзом, лишь дают хороший повод для сотрудничества с настоящими, а не фальшивыми друзьями. Вадим Хуланков, Виктория Григорьева, Наталья Ленькова, Павел Лекторчук, Пятый канал.